Эдактабуллах Сахайрнулах Тохтора, Барджону. Уважаемые жители Республики Якутяне, в этот день уходящего лета я обращаюсь к вам, дорогие земляки, в первую очередь со словами искренней благодарности. Никогда еще на нашей памяти Якутия не сталкивалась с такими природными испытаниями, как этим летом. Сильнейшая в истории засуха, которая привела к лесным пожарам на огромных территориях, к задымлению городов, сел, сильно ударила по сельскому хозяйству, испытала нас всех на прочность. Но в то же время никогда еще мы не видели такого единства, такой мощной волны самоотверженности, когда тысячи якутян поднялись на борьбу со стихией. И сейчас уже можно смело сказать, мы выстояли. И мы одерживаем победу вместе, крепко сплотившись. Для меня это не просто слова, не просто эмоции. Я всегда верил и верю в силу нашего многонационального народа. Наши люди в трудную минуту отбрасывают все второстепенное, становятся плечом к плечу и побеждают. Самое главное на сегодня – мы окончательно переломили ситуацию и приступили к полной ликвидации еще оставшихся очагов лесных пожаров. Конечно, победа далась огромными, неимоверными усилиями. Борьба с огнем велась в режиме боевых действий с самого начала пожароопасного периода, который начался как никогда рано. Подготовку к сезону пожаров мы начали с января. В этом году больше чем на треть мы увеличили численность штатных сотрудников авиалесохраны республики. По национальному проекту «Экология» усилили парк противопожарной техники. В апреле месяце создали арктическое авиаотделение центром Батагая для защиты северных районов. Привели в готовность систему мониторинга лесопожарной обстановки. Первый лесной пожар был зафиксирован уже 11 мая в Усть-Алданском улусе. С этого дня и до 20-х чисел июня по всей республике было оперативно ликвидировано 150 пожаров. Уже 6 июня к нам прибыли первые силы Федерального резерва, огнеборцы из Приморского и Хабаровского краев. В этот же день на пожары в Сунтарском и Нюрбинском улусах впервые вылетел самолет-амфибия Б-200 МЧС России. Ситуация резко осложнилась 22 июня с наступлением сезона сильнейших сухих гроз. Каждый день в западных и центральных районах республики возникали десятки новых пожаров. Пик пришелся на 29 июня, когда мониторинг выявил 98 новых пожаров за сутки на территории Якутии. 13 июля одновременно действовало уже 324 пожара, больше всего в сутки за весь пожароопасный период этого года. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина на территории республики была развернута самая крупная в истории борьбы с лесными пожарами группировка. Оперативное управление всеми силами возглавил министр МЧС России Евгений Николаевич Зинычев. Почти 1000 бойцов лесопожарных формирований из 19 регионов страны, спасатели МЧС, военные инженерных войск, прибывшие в республику по приказу министра обороны страны Сергея Кужугетовича Шойгу, вместе с нами они противостояли огненной стихии. 52 воздушных судна было задействовано в мониторинге и тушении пожаров с воздуха, переброске сил и вызове осадков в районах Якутии. В боевом режиме круглосуточно работал и работает оперштаб республики, которым руководит первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Дмитриевич Садовников. Работают оперативные штабы муниципальных образований, координируя действия на своих территориях. Друзья, то, о чем я сейчас говорю, звучит как сводки с мест боевых действий. И это на самом деле так. Борьба с огнем этим летом стала настоящей битвой за тайгу. Общими усилиями ликвидировано 509 лесных пожаров на огромных площадях. Спасено от прямой угрозы огня 46 населенных пунктов в 16 районах республики. На сегодня, как я уже сказал, ситуация переломлена. В эти дни идет дотушивание 6 пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усьмайском районах. На территории республики нет угрозы ни одному населенному пункту. В ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации в Якутии будет снят. Уважаемые сограждане, в эти дни мы с огромной благодарностью
провожаем домой лесопожарных из регионов страны. На прошлой неделе я встречался с бойцами Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС. Перед отлетом они с очень большой теплотой рассказали, как вместе с якутскими лесопожарными отстаивали наши деревни. Почти 4 месяца сражаются с пожарами огнеборцы республики. 100 дней без передышки боролась с огнем десантно-пожарная группа Вилюйского отделения авиалесохраны под руководством Олега Васимова. Благодаря отваге лесных пожарных во главе с десантником-парашютистом Якутской авиабазы охраны лесов Борисом Кручининым защищены от огня поселки Сангар, Кобяй, Ситте в Кобяйском улусе, Намское село Тастах. Смелые и решительные действия бойцов отделения под руководством пожарного езжатая Владимира Березовского не дали огню полностью охватить село Бескюль. Защищая село, отпор огню дали группы десантника пожарного Бердигестянского авиаотделения Егора Захарова, старшего инструктора пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по республике Вадима Волченкова. Более 100 вылетов на пожары в Мирнинском районе в составе экипажа Б-200 совершил летчик-наблюдатель Алданского авиаотделения Виталий Кириллов. Лесные пожарные без сна и отдыха боролись с огнем в Тампонском, Горном, Хангаласском, Заречных улусах. Они совершили сотни прыжков в горящую тайгу, боролись со страшными верховыми пожарами. Многих из них я представил государственным наградам. Возвращаются к своим привычным делам жители республики, добровольцы, по велению души, участвовавшие в тушении пожаров. Сотни якутян откликнулись на призыв добровольческого штаба, созданного по инициативе общественников. Во взаимодействии с оперативным штабом республики в считанные дни они организовали отправку волонтеров на тушение пожаров. Я искренне горжусь каждым добровольцем. Они проявили себя героями в противостоянии небывалым пожарам. Все участники борьбы с огненной стихией будут награждены специальным знаком за тушение лесных пожаров 2021 года в республике Саха-Якутия. Люди достойны уважения и благодарности общества. Ради спасения сограждан, ради спасения сел и лесов они проявляли настоящий героизм. Мы все были потрясены гибелью Элбаги Игитяна, защищавшего от огня село Мельджаксе в Чурапчинском улусе. Сын армянского народа совершил большой человеческий подвиг на нашей земле, и мы остаемся благодарными ему навсегда. Рискуя своей жизнью, в одиночку спас от огня котельную в селе Бескюль Спиридон Яковлев, мастер участка горного филиала ГУП-ЖКХ. Во многом благодаря его героизму сохранено жизнеобеспечение села, и сейчас работы по восстановлению Бескюля идут полным ходом. В селе есть свет, газ. 20 августа началось строительство новых домов, которые должны быть переданы жильцам до холодов. Все пострадавшие жители Бескюля получают выплаты. 60 миллионов рублей правительство направило в помощь потерявшим сельскохозяйственные объекты и технику. Компенсацию получают предприниматели, лишившиеся производственных помещений. 77 детей из села сейчас отдыхают в Артеке, Орленке и в Океане. А всего в этих лучших детских центрах страны отдыхают 146 детей из 8 пострадавших районов. 70 ребят вылетают в Орленок 1 сентября. Чартерными рейсами в Тюмень и Подмосковье вылетели 180 жителей районов, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Еще 70 человек в ближайшие дни выезжают в санатории Подмосковья и Владимирской области. По инициативе добровольческого штаба и медицинского сообщества в клиниках республики пройдут обследования добровольцы, задействованные в тушении пожаров. Конечно, вся наша республика помогает жителям Бескюля. Тысячи жителей Якутии, многие трудовые коллективы восприняли эту беду как общую. Я несколько раз был в селе после пожара и каждый раз слышал от жителей слова благодарности якутянам. Особенно теплые чувства вызвала поддержка Владимира Владимировича Путина, предложение о строительстве в селе новой школы и многофункционального комплекса.
По поручению нашего президента до 1 октября вопрос финансирования их строительства должен быть решен. Вместе с первым зампредом Комитета Государственной Думы по экологии, легендарным Николаем Валуевым, прилетели 75 волонтеров молодежки ОНФ из 16 российских регионов. Они будут помогать восстанавливать Бескёль. Там уже работают волонтеры, приехавшие из Москвы, Забайкалья и Камчатки. Да, нам сложно пришлось этим летом, но мы не остались одни. Вся Россия переживала за Якутию. Поддержка руководства страны, многих регионов, десятков тысяч людей помогли нам перебороть удары стихии. Сейчас мы продолжаем работать в оперативном режиме, сохраняем готовность к возможным осенним возгораниям. В республике полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Осень вступает в свои права, и сейчас наши усилия направлены в помощь селянам, в заготовке сена, завозе недостающих кормов из соседних регионов. Работа идет. В зиму мы должны войти без потерь, решив все имеющиеся на сегодня проблемы. Уважаемые сограждане, природные пожары последних лет и особенно этого года показали, что риск чрезвычайных ситуаций, вызванный резким потеплением климата, практически необратим. И мы не можем безвольно сидеть и ждать новых катаклизмов. К предстоящему пожароопасному сезону подготовка начата уже сейчас. В следующем году мы ожидаем значительное увеличение федерального финансирования на охрану лесов. 24 августа, выступая на съезде партии «Единая Россия», президент Владимир Владимирович Путин заявил, что для наращивания возможностей регионов в защите лесов и борьбе с пожарами будет дополнительно выделено еще 24 миллиарда рублей. То есть финансирование охраны лесов будет увеличено в 2 раза. Такая поддержка позволит нашей республике, крупнейшему лесному региону страны, усилить противопожарное обустройство лесов. Перед администрациями муниципальных образований поставлена задача совместно со структурами Якутлесресурса выполнить все мероприятия по защите сел от угрозы лесных пожаров, по созданию минерализованных полос, проведению санитарных вырубок. При поддержке правительства из Росрезерва до конца этого года в распоряжение Якутлесресурса поступит 20 единиц тяжелой техники. По поручению полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева на закуп противопожарной спецтехники направлено 149 миллионов рублей в рамках дальневосточной программы развития. На эти средства будут закуплены 16 бульдозеров класса ДТ-75 и 7 тягачей-тяжеловозов. Важнейшая задача – дальнейшее увеличение штата, укрепление оснащенности федеральных и республиканских лесопожарных формирований на территории Якутии. Наша принципиальная позиция в республике, где лесной фонд составляет свыше 250 миллионов гектаров, защиту лесов должны обеспечивать профессиональные специалисты лесоохраны. Их численность должна быть увеличена в разы. Наша цель – повысить оперативность реагирования на лесные пожары, а значит кратно снизить ущерб природе Якутии. В полный рост также встает проблема восстановления лесов, которая не решалась многими десятилетиями. Нужны новые подходы к ее решению, включая создание крупных лесопитомников на территории Якутии. Нужны решения по очистке горелых лесов, особенности вблизи населенных пунктов. Важно, что мы все понимаем масштаб этой задачи. Понимаем, что защита и восстановление лесов – проблема не отдельных регионов, это проблема всей страны. Поиском решений мы, конечно же, будем заниматься вместе с нашими учеными. Как я уже говорил, это направление станет одним из ключевых в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Север». Безусловно, важно привлечь мировое научное сообщество, ведь бескрайние леса нашей Якутии – это ценность планетарного масштаба. Их значимость в сохранении климатического баланса, а значит благополучие всего человечества в будущем, переоценить нельзя. Дорогие якутяне, земляки, жизнь у нас в Якутии в нашем экстремальном климате никогда не была легкой.
но события этого лета показали, насколько мы все любим родную землю, какой бы суровой она ни казалась. В сердце каждого из нас болью отдается опустошение пожарами бескрайней тайги. И эта общая боль, общая забота объединяет нас всех. В трудную минуту мы можем забыть обо всех разногласиях, но не можем остаться равнодушными и безучастными. Не зря наши люди на слегах стали на защиту родных сел от пожаров, записались волонтеры. Тысячи россиян из Якутии и других регионов поддержали добровольческий штаб. Не остались равнодушными и трудовые коллективы, предприятия республики. Каждый внес вклад в общее дело. Я еще раз хочу поблагодарить вас, дорогие мои земляки, и хочу сказать, что искренне горжусь вами. Вместе мы защитим природу родного края, вместе сможем противостоять любым рискам. Күнді бір дойдулақтарым. Уоты утары турбут жоммутугар, сахавы селен олықтауқтыругар, Россия атын регионларыттан бихигі тыбытын көміскü кәлбет жоңға мақталбытын тердеғын. Төрөбіт дойды бұт айылғатын бары бірге көміскü оғын.